Всем привет, меня зовут Никита Кокраш. Сегодня мы с вами поговорим о хип-хоп культуре и начнем с граффити. Граффити в городе Якутск. Но сначала немножко истории. Современное граффити берет начало в Соединенных Штатах Америки. В начале 70-х годов 20 века новое уличное искусство набрало большую популярность, и центр граффити-движения переместился из Филадельфии в Нью-Йорк. Манхэттен был полностью изрисован. Средства массовой информации просто не могли не обратить своего внимания на новое культурное явление. В 1971 году в газете New York Times вышла статья, посвященная одному из первых райтеров, Таки 187. Материал назывался «Таки вызвал волну последователей». Граффити стало распространяться по Европе, Италии, Франции, Германии, Великобритании, Чехии, Финляндии и другим странам Евросоюза. Большое влияние на популяризацию данного творчества оказал фильм 1983 года «Wild Style». Граффити уверенными шагами достигает Восточной Азии, и стены городов Китайской Народной Республики начинают покрываться яркими рисунками и замысловатыми иероглифами. У жителей страны восходящего солнца очень хорошо получается подхватывать новые веяния из Запада. Хип-хоп-культура не стала исключением. За творчеством японских райтеров, конечно, не следят во всем мире. Тем не менее, там есть такие персонажи, которые спокойно могут составить конкуренцию коллегам из-за границы. Страна утренней свежести славится легальными стенами для создания граффити. То есть, если уличный художник хочет порисовать в Сеуле или Пусане, он обращается в администрацию города и говорит: «Я хочу забомбить подземный переход», показывает эскизы и получает добро. Отечественное граффити начало зарождаться еще во времена Союза Советских Социалистических Республик. На стыке веков граффити в России получает большую популярность, появляется доступ к профессиональной краске, специализированным изданиям и видеоматериалам. Что касается Республики Саха, то якутские граффити датируются поздним неолитом, 4000 лет до нашей эры. Рисунки находятся на ленских столбах. А ленские столбы — это геологическое образование и одноименный парк в России, располагающийся в Хангаласском Улусе, прямо на берегу реки Лена. Граффити-искусство в Якутске появилось на рубеже 90-х и нулевых. Первыми райтерами считаются Мо, Степ, Смок, Раф, Майк, команды Donut Unity, Forest Beat, Duck Crew, Stone Jungle Crew, Jamit Bone Click и другие. В 2000 году началась золотая эра якутского хип-хопа. Это было такое время, когда люди, относящие себя к данной культуре, и танцевали брейк-данс, и читали рэп, и рисовали граффити. В городе начали проводиться фестивали хип-хоп лайф, Unity, Street Life, тот же самый Зажигай. В культуре чувствовалась сплоченность, а потом появились модные шмотки, тачки и всякие пуси-сюзи в джакузи. Рэперы начали гнать на танцоров брейк-данса, бибой, на райтеров, ну и, как говорил Нет. Ну а мы не сдаемся и продолжаем движение. Пользуясь случаем, хотелось бы вас познакомить с работами якутских райтеров. Группа Times. Насколько известно, их там около 5 человек. Один рисует, второй заливает, третий обводит, четвертый встряхивает баллончики с краской, ну а пятый, наверное, стоит на шухере. Шучу, конечно. На самом деле, это очень талантливые ребята. На улице начали рисовать примерно в 2010 году и продолжают это делать по сей день. Наверное, хорошо, что центр нашего города частенько красит. Но лично мне немножечко жалко, когда под замес попадают супер крутые рисунки. Следующего райтера, о котором пойдет речь, зовут Чабл. Рисует с конца 90-х. Кстати, это единственный представитель старой школы, который до сих пор остается в деле. За это ему, конечно же, большой респект. Современный граффити-художник использует целый арсенал средств для создания успешного рисунка. Аэрозольная краска в баллонах — это главный необходимый инструмент в граффити. Используя этот материал, райтер может создать огромное количество разнообразных стилей и техник. Но в якутске 90-х аэрозольных баллончиков не имелось в продаже, и ребятам приходилось рисовать чем попало. Гуашью, масляной краской, мелками. Еще одного райтера, с которым бы я хотел вас познакомить, зовут Барракуда, сокращенно БРК. Не как тут написано BRK. Его творчество на стенах города начало появляться примерно в 2010 году. В отличие от остальных, БРК практикует трафаретное граффити. Оно зародилось в начале 80-х. Создается путем вырезания форм из жесткого плотного материала, к примеру, картона. Готовый трафарет прикладывается к стене, и поверх него быстрыми, легкими и точными движениями распыляется аэрозольная краска. Якутские райтеры не враждуют, а поддерживают крепкие дружеские и профессиональные отношения. Очень часто бомбят вместе. Вы прямо сейчас наблюдаете плоды совместной работы якутских райтеров. Вот я говорю райтеры, а может быть кто-нибудь не понимает, о чем собственно речь. Так вот, райтер — это человек, занимающийся граффити. Ни в коем случае не граффитчик, не граффитист. Райтер. Ну вот смотри, есть же человек, который занимается благородным делом, тушит пожары. Как его зовут? Пожарный. Если ты ему скажешь «пожарник»,
Он тебе, сука, ебало разобьет и пиздец. Так что давайте быть образованными, грамотными и умными людьми. Пока я ходил по городу и фотографировал граффити, наткнулся на довольно-таки странные рисунки. Такое ощущение, что из-за кризиса закрылось какое-то печатное СМИ, и работников газеты распустили на вольные хлеба. Журналисты устроились внештатниками в другие издания, а карикатурист, который всю жизнь рисовал от руки, не владеющий фотошопом и индизайн, не смог никуда устроиться. Не поборов порыв души, он взял краску, кисть и пошел на улицу, вымещать на стенах весь гнев, который накопился в нем после увольнения. Дяденька, мы надеемся, что все у вас в жизни наладится. На самом деле в Якутске полно талантливых райтеров, многие из них бомбят за пределами Российской Федерации. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Тогда Никита Кокраш продолжит снимать интересные сюжеты о хип-хоп культуре. Всем пиз!